Добрый вечер. В эфире телеканала программа «Итоги дня». В студии работает Кристина Якупова. Коротко о темах выпуска. Восстановительные работы продолжаются в Верхоянском и Кобяйском районах республики после паводка. На подготовку к отопительному сезону в Якутии направили свыше 2 миллиардов рублей. 38 школ отремонтируют по программе капитального ремонта к новому учебному году в 15 районах и столице республики. Всемирная неделя грудного вскармливания проходит в Якутске. Во Владивостоке продолжаются 7-е игры «Дети Азии». Наши коллеги расскажут о спортивных баталиях. Продолжаются восстановительные работы в результате дождевого паводка в Верхоянском и Кобяйском районах республики. На особом контроле правительственной комиссии находится работа по восстановлению объектов инфраструктуры, образования и здравоохранения. Силами Якутоптторга в ближайшее время в районы будет доставлена очередная партия строительных материалов и необходимого для проведения работ оборудования. Также ожидается приезд квалифицированных технических специалистов. Самое пристальное внимание по-прежнему уделяется материальным выплатам населению по договоренности соответствующих ведомств и администраций муниципальных районов. Старт отопительного сезона запланирован на 10 августа. Со стороны района в адрес министерств вопросов и замечаний нет, что очень отрадно. Это показывает, что министерство работает в контакте с районом. Но между тем есть вопросы в работе района, то, что приходят уже первые жалобы о том, что материальная помощь не оказывается со стороны правительства. Я здесь хочу отметить, что со стороны правительства нормативно-правовой акт подписан в виде распоряжения, и деньги уже поступили в район. И район сегодня должен этот вопрос снять, помощь своевременно оказать, согласно актов, которые сегодня со стороны дирекции по ликвидации паводка и стихийных бедствий согласовываются, и в рабочем порядке, в ускоренном режиме помощь оказывается населению. Аэропорт поселка Зырянки Верхнеколымского района оснастят новым радиолокационным оборудованием. Комплекс находится ниже пойменной части реки Колымы, поэтому его регулярно подтапливает во время паводков. Поднять единственную взлетно-посадочную полосу оказалось невозможно из-за нестабильности грунтов основания. Аэропорт планируют реконструировать и перенести на неподтапливаемое место, а пока продолжается обслуживание и поддержание рабочих процессов на действующем аэродроме. Там установят новое оборудование для управления воздушным движением. Режим ЧС продолжает действовать в Алданском районе. Общая площадь, охваченная огнем тайги, превышает 80 гектаров. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Ситуация по лесным пожарам в Алданском районе остается напряженной. С начала сезона зарегистрировано порядка 100 пожаров. Причиной большинства являются погодные условия – жара и сухие грозы. Распространению огня зачастую способствуют порывистые ветра. Зарегистрировано 99 лесных пожаров. Из них действует сейчас 33 лесных пожара. Площадь всех действующих пожаров получается 80 754 гектара. Из 33 пожаров 32 закрыты решением КЧС Республики Саха-Якутия, поскольку располагаются в авиационной зоне контроля. В настоящее время огнеборцы локализуют пожар, действующий в 8 километрах от села Чагда, на берегу реки Алдан. Напомним, пожар был обнаружен 21 июля в ходе облета. На борьбу со стихией направлены 66 человек и 6 единиц техники. 7 человек с Чульманской авиабазы. 11 человек, получается, с якутской авиабазы, 2 учурских наших местных и 14 человек читинская авиабаза, 13 человек местного населения и МЧС у нас еще 10 человек, получается, это с Куранаха, и ГАУ Якутлесресурс, получается, 9 человек. Бульдозер ГАУ Якутлесресурс прокладывает Минполосу. Им сейчас осталось 4 километра только доработать.
В бригаде, задействованной на тушении пожара, сегодня будет доставлена провизия из Усть-Майского района. В некоторых местностях наблюдается задымленность, однако, по словам специалистов, угрозы населенным пунктам нет. В Алданском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В период действия данного режима выход в лесные массивы категорически запрещен. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алданский район. Свыше 2 миллиардов рублей направлено на подготовку к отопительному сезону в Якутии. Предстоит привести в готовность котельные, тепловые, водопроводные и канализационные сети, линии электропередачи и дизельные электростанции. Общий процент готовности на текущий момент составляет 60%. По топливно-энергетическим ресурсам из запланированных 530 тысяч тонн отгружено 337, доставлено до мест назначения 222 тысячи тонн. Первый зампред правительства региона Дмитрий Садовников проверил, как исполняются ремонтные программы в крупных предприятиях республики. Отдельное внимание уделили подготовке к отопительному сезону в Верхоянском районе. Для того, чтобы успеть до наступления холодов просушить пострадавшие от паводка дома и социальные объекты. Более 140 семей из 2 районов Якутии получили субсидии на газификацию. Собственники частных домов смогут провести газовые сети до плиты. В этом помогла профильная госпрограмма Минпромгеологии Якутии. Кроме того, собственники, чьи дома попадают в социальную программу, получат целевые кредиты по ставке 11% годовых на газификацию внутри участка, в том числе с сжиженным углеводородным газом. Малоимущие семьи могут получить единовременную адресную материальную помощь на газификацию жилого дома в размере 150 тысяч рублей. Обратиться с заявлением можно в адрес Минтруда Якутии и районное управление соцзащиты. За сутки 3 якутян отдали мошенникам более 7,5 миллионов рублей. Во всех случаях действовала одна и та же схема. Аферисты звонили от имени банка и сообщали о подданных неизвестными людьми заявках на кредиты. Также в начале июля 44-летний житель города Удачный наткнулся на рекламу инвестиций якобы от известного банка. Мошенники стали предлагать клиенту вложить деньги, после чего мужчина внес около 3 миллионов тысяч рублей, которые брал в кредит. МВД Якутии предупреждает, начинающим инвесторам следует помнить, что перечень настоящих брокерских контор размещен на официальном сайте Центробанка страны. Все остальные – мошенники. В Центре опережающей профессиональной подготовки Якутии прошла встреча с абитуриентами, поступающими в среднеспециальные учебные заведения. На вопросы вчерашних школьников ответили ответственные секретари приемных комиссий. Они рассказали об условиях приема в общежитие, о том, какие льготы предоставляются и на какие профессии сейчас наибольший спрос. Напомним, в последние годы набирает популярность обучение в средних специальных учебных заведениях. На сегодняшний день на 6432 бюджетных места подано более 17 тысяч заявлений. Государство активно поддерживает учреждения, из бюджета выделяются различные гранты на оснащение лабораторий, учебных классов, на создание образовательных кластеров, что позволяет повышать престиж среднего профессионального образования и обучаемость. Сегодняшняя встреча – это ответы на вопросы родителей, вопросы абитуриентам. При этом сегодняшняя встреча делается больше акцент на тех, кто поступает после 9 класса. У нас больше в этом году мест, даже больше, чем после 11 класса, и больше вопросов. То есть нас больше именно спрашивают об условиях, какие новые возможности создаются. Именно для этого сегодня мы пригласили наших коллег из разных уголков республики, которые имеют очень хороший опыт работы с девятиклассниками. К новому учебному году в Якутии отремонтируют 38 школ в 15 районах и Якутске. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко. Он отметил, что до начала учебного года необходимо завершить все ремонтные работы и уборку строительных материалов, проверить качество работ, чтобы дети пришли в школу и ничего не мешало учебному процессу. Глава республики Айсан Николаев поручил принять конкретные меры с подрядчиками по ускорению ремонта и уделить особое внимание на обеспечение качества выполняемых работ. Стройготовность в среднем по данным объектам составляет 82%. Всемирная неделя грудного вскармливания и здорового питания матерей и детей проходит в Якутске. В рамках этого Министерство здравоохранения республики организовало встречу-лекцию для будущих и кормящих мам. О важности и пользе грудного вскармливания расскажет Светлана Амосова.
В молодой семье Кахарбиных 3 недели назад родилась девочка. Аина кормит малыша грудным молоком. К грудному вскармливанию я отношусь очень серьезно, потому что я считаю, до 2 лет ребенка надо кормить именно вот грудным вскармливанием. Поэтому я вот пришла проконсультироваться, чтобы правильно кормить ребенка и чтобы дополнительно не было коликов у ребенка. Потому что мы сейчас уже с этим столкнулись, и, возможно, что-то я делаю не так, хотя я об этом читала. Опытные специалисты, кормящим и будущим мамам, рассказали самую актуальную и необходимую информацию по грудному вскармливанию. Основу основ мамы уже получают в перинатальном центре. Врачи после родов всегда стараются сразу прикладывать малыша к матери. То есть смотрим обязательно также, по состоянию ребеночка обязательно, да. Если противопоказаний нет, то прикладываем, объясняем, с какой целью мы это делаем, как дальше ребеночек будет прикладываться в отделении новорожденных, с какой частотой. Все полученные знания во время беременности женщины начинают использовать на практике. Но чаще всего у многих не получается с первого раза. Тесная связь между мамой и малышом начинается с кормления грудью. А научить правильному прикладыванию груди помогут опытные медсестры. Ага. Держим 4 пальца снизу, большой палец ближе к ореоле, чтобы носик не закрывала, и ладонь под попой. Людмила Конешникова 1 августа родила красавицу-дочку. Малышка ловко старается учиться. 1-2 всегда естественное вскармливание. Смесь как-то мы не старались давать. И, с малышкой, думаю, у нас тоже сейчас получится. Ждем, когда прибудет молоко. Считаю, что это все-таки иммунитет ребенка, здоровье ребенка. И это естественный процесс, который, мне кажется, лучше не вмешиваться. Между тем, сынишка Любови не отстает от своей ровесницы. Мама новорожденного тоже считает грудное вскармливание необходимым. Положительно, первого тоже грудью кормила. Правда, до года где-то так. И буду стараться этого кормить грудью. Самое главное, чтобы молоко было. Так, наверное, полезнее, ребенок крепче будет, здоровее. Врачи рекомендуют кормить ребенка не по расписанию, а по требованию малыша, чтобы грудничок максимально получал все полезные элементы. Это живая материя. Она не просто белки, жиры, углеводы содержит и воду, да, но и бактерии, которые необходимы для созревания кишечника ребенка, последующим иммунной системы. А это, в свою очередь, сказывается на центральную нервную систему. По статистике, в перинатальном центре практически 90% рожениц выписываются на грудном вскармливании. Но бывают противопоказания по состоянию здоровья матери или ребенка. В ноябре этого года в рамках Года матери в республике будет создан индивидуальный банк грудного молока. Есть еще дети, которые с какими-то нарушениями в состоянии здоровья рождаются. Изначально, если кормим мы грудным молоком, то это дает детям быстрее выздоравливать, да, и поэтому от того, что это грудное молоко имеет уникальный состав. В медцентре Якутска работает круглосуточная помощь по грудному вскармливанию. Специалисты по телефонному звонку могут ответить на любой вопрос мам по номеру 39 58 01. Светлана Амосова, Григорий Николаев, Якутск. Музей истории города Якутска продолжает проект к 390-летию города Якутска, знакомя жителей и гостей столицы с интересными горожанами. Кого люблю, того дарю. Традиции русской народной вышивки. Под таким названием открылась экспозиция в музее. Свою коллекцию представила мастер-кукольник Светлана Пономарева. Моя коллега Валерия Наумова побывала на выставке и расскажет все подробности. Жительница Якутска Светлана Пономарева собирает свою этнографическую коллекцию на протяжении 2 десятилетий. В начале 2000-х годов Светлана случайно приобрела книгу о народных куклах, заинтересовалась и сама начала создавать их. Причем подошла к хобби с профессиональной скрупулезностью, училась тонкостям, ездила на мастер-классы и стала различать региональные особенности. В разных регионах свои куклы. Когда начинаешь изучать кукол, видите, 2 куклы одного региона Брянской области, но из соседних сел. Костюмы кардинально отличаются. И по цвету, и и рубахи разные, и головные уборы разные, и вышивка разная. Пришлось изучать этнографические материалы. А когда начала изучать этнографические материалы, захотела сделать кукол уже максимально похожими на оригиналы. Начала искать старинные ткани, вышивки.
И так увлечение простой куклой переросло уже в коллекционирование рушников, костюмов. Издревле русский народ украшал вышивкой одежду и предметы обихода – полотенца, скатерти, занавески, постельные принадлежности. В орнаментах вышивки хранили знания предков, а рисунок узора имел свое особое значение, был символом и оберегом. Каждая область и деревня в России различались своим характером вышивки. Узорами на полотне отмечали знаменательные устои жизни – рождение, свадьбу, любовь, благополучие и счастье. Русские полотенца – это редкость для нашего города, для Якутии вообще редкость. Русская культура – это же тоже также основополагающая культура для города Якутска. Название выставки мы взяли это надпись, вышитая на старинном полотенце. «Кого люблю, того дарю». Видимо, какая-то девушка для своего любимого вышила его, подарила ему, чтобы он о ней помнил, вытирал свое лицо и помнил о ней, продолжал ее любить. В коллекции представлены всевозможные куклы с различными нарядами и разных размеров. Например, есть вот такая вот малютка-куколка, на изготовление которой уходит всего лишь один лоскуток ткани, одна нить и небольшая ветошь в голову. Но делались такие малютки не просто так. Называются они «подарок на одарок». И раньше такими куколками благодарили людей за хорошие поступки. Стоит отметить, что помимо кукол экспозицию дополняет большая коллекция русских народных полотенец-рушников, раскрывающая красоту, изящество, тайный смысл и магию старинной вышивки. Каждый желающий сможет посетить выставку в Музее истории города Якутска до 28 августа. Валерия Наумова, Георгий Григорьев, Якутск. 8-й молодежный суглан в этом году впервые проходит в Нерюнгре. Съезд демонстрирует духовное, культурное, языковое единство эвенкийского народа и его культурных ценностей. Ирина Жданова побывала на мероприятии. Для участия в молодежном суглане в Нерюнгринский район приехали 62 участника из разных районов Якутии, Магадана, Хабаровского края и Амурской области. Молодежный совет Ассоциации коренных малочисленных народов Севера выиграл грант главы республики по реализации большой этнографической экспедиции по местам культурного наследия. И первый этап – Южная Якутия. Сама идея суглана, она родилась на форуме «Российский север» в 2015 году, когда молодые ребята 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока собрались на первую площадку образовательную на территории города Москвы. А сам форум «Суглан» он прошел в 2016 году, в марте 2016 года. И данный суглан провели уже участники первого всероссийского форум «Российский север». 8-й суглан станет стартовой площадкой для большой экспедиции. В программе выезд в село Иенгра, где пройдет встреча с местной молодежью, с оленеводами и старейшинами. Ожидаем очень хороший праздник, где молодые люди встретятся, посмотрят, как проходит у нас инновационное развитие, плюс как сохранить традиционные образы жизни. Да? Вот именно такое непростое время, когда все меняется, все цифровизируется, технологии внедряются. Во время торжественного открытия в режиме видеосвязи участников съезда приветствовал глава республики Айсен Николаев. В первый же день началась работа по правовой грамотности. Поддерживаем молодежь, особенно коренных малочисленных народов Севера, чтобы они продвигали, поддерживали и вели традиционный образ жизни. Ну и, конечно же, будут рекомендации по окончании этого суглана. И мы на следующий год планируем также, может, в будущем такое же сделать выездное заседание где-то в другом районе. Рабочая программа разделена по секциям. В центре внимания культура, языки, традиционные виды хозяйствования и все то, что способствует сохранению численности и обычаев коренных малочисленных народов Севера, являющихся предметом общей гордости республики и всей страны. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. День воздушно-десантных войск отметили в Ленске. Как это было, узнаем у Анны Кожевниковой. В первую очередь они возложили цветы к памятнику воинов-интернационалистов на площади Победы. Это неотъемлемая традиция для ленских десантников, как и проводимые благотворительные акции, что стало отличительной чертой от общепринятого избитого обычая купаться в фонтанах.
Вот мы убирались, значит, на территории парка, значит, облагораживали могилы погибших наших военнослужащих. Таким образом, ну, достаточно часто вот такие мероприятия проводим. Всех с праздником, всем здоровья, всем всего самого хорошего. В недавнем времени именно они, десантники, принимали участие в сборе и доставке гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР и пострадавшим от наводнения жителям Верхоянского района. Ну, воздушно-десантные войска для того и созданы, чтобы помогать тем, кому плохо, тем, кому трудно. Они для того и созданы, для того наш Василий Филиппович Варгелов и создавал эти войска, как говорится, чтобы мы были там, где трудно, там, где всегда. И, как говорится, у нас девиз «Никто, кроме нас». Для Лапиных этот день семейный праздник. Историю крылатой пехоты дети знают наизусть. ВДВ – это очень престижные войска и самые, так сказать, отважные в России. И я действительно очень горжусь тем, что мой отец служил именно в ВДВ. Тоже хочу участвовать в какой-нибудь спецоперации и стать героем России. Для каждого обладателя голубого берета этот день особенный. Они вспоминают свои минувшие боевые будни и, глядя на этих закаленных годами службы, а также суровым севером мужчин, сомнений не возникает, что при необходимости они незамедлительно продемонстрируют мужество и отвагу. Недаром их девиз «Никто, кроме нас». Анна Кожевникова, Алексей Семенов, Ленск. Шестой соревновательный день на играх «Дети Азии» открылся новой медалью для Якутии. Третье золото в копилку сборной нашей республики принесла Екатерина Алексеева в состязаниях по полевой стрельбе. В финале спортсменка одержала победу над представительницей Армении, набрав в общем зачете 16 очков. Сборная Якутии по футболу провела 4-й матч в рамках 7-х спортивных игр «Дети Азии». Сегодня на площадку против якутян вышла сборная Уральского федерального округа. На второй минуте уральцы открыли счет. К концу тайма счет составил 3-1 в пользу сборной УФО. Команды завершили матч со счетом 7-2 в пользу уральцев. Завтра сборной Якутии предстоит заключительный матч предварительного раунда с Приморьем. Играли с чемпионами России, с действующими. Ребята до игры, мне кажется, проиграли на разминке. И я не смог, где-то моя вина и на разминке, и в раздевалке не смог их настроить. А может быть, где-то немножко подуспокоились, что выполнили задачу, попали в четверку. А там дальше уже, конечно, нужно будет играть. Каждая игра будет на вес золота. Не знаю, посмотрим. Сейчас самое главное успокоить ребят, ничего страшного. Проиграли, я считаю, по делу. Так что все нормально. Будем дальше работать и будем готовиться к следующим играм. А на коврах Фетисов-Арена прошли схватки самбистов. Более сотни спортсменов боролись за медали. Продолжит наш коллега Александр Хавренко. В 2028 году на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе самбо, возможно, будет включено в обязательную программу. Ну а сегодня по этим ступеням, на этот ковер, поднимаются чемпионы игр «Дети Азии» и, возможно, первые чемпионы Олимпийских игр по самбо. На играх «Дети Азии» в соревнованиях по самбо невозможно было определить фаворитов. Во всех странах бывшего Союза школы самбо очень сильные. Например, в Армении ежегодно в республике появляются мастера спорта и чемпионы соревнований различных уровней. В Якутии был, да, «Дети Азии» тоже. И вот там ребята, которые там участвовали, сейчас они чемпионы мира и призеры Европы и мира. И вот здесь тоже есть ребята, которые они могут в 28 участвовать на этом Олимпийских играх. Они здесь учатся, то есть видят людей, 2000 людей, 3000 людей. Они уже понимают, что это такое. Вот эта организованность уже показывает, что Олимпиада что будет. Они уже мечтают о Олимпиаде, уже им нравится вот это люди, ситуация. Они борются, и они знают, что им не хватает, и они добавляют, чтобы готовиться к Олимпиаде, серьезно. Еще одна страна бывшего Советского Союза – Узбекистан. Не проходит и года, чтобы в Узбекистане не появился очередной чемпион мира по самбо. Старший тренер сборной Узбекистана на Детях Азии считает, что любовь к самбо в их стране обусловлена в том числе и схожестью самбо и национальной борьбы куреш. Везде мы идем, в призерах командная идет. По всем возрастам у нас ребята чемпионы мира и очень любят в Узбекистане борьбу самбо. Борьба самбо у нас
с самого начала, как самбо основывалось на национальных видах борьбы. У нас борьба «Кураж». И наши ребята с удовольствием уже начали заниматься борьбой самбо. Также у нас со стороны руководства, Министерства спорта большое внимание, Олимпийского комитета очень большое внимание. В Якутии школа самбо тоже считается сильной, и пусть сегодня на Детях Азии мы остались без медалей, в Республиканской Федерации считают, что будущее у этого спорта в Якутии есть. Сейчас тоже подрастают девочки хорошие. Это в Алданском районе у нас есть, в городе Якутске ребята, которые только начинают. Ну, был такой спад маленький такой, произошел одно время, как бы у нас произошел сбой. А так есть, конечно, есть результаты хорошие. Я думаю, что мы в ближайшее время, я думаю, подтянемся в этом направлении, как Федерация самбо. У нас сейчас намечается в сентябре турнир хороший. На призере Героя Рыжикова, всероссийский турнир. Мы же надеемся, что в 2028 году на Олимпийском пьедестале мы увидим лица, знакомые нам по играм «Дети Азии». Александр Хавренко, Джилустан Иннокентьев, Владивосток. На этом все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.